Добрый день! В этом году Центральной городской библиотеке имени Белинского исполнилось 135 лет. Нашу библиотеку горожане ласково называют Белинка. Имя философа, публициста, литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского присвоено нашей библиотеке в 1948 году в связи со столетием со дня кончины его. Так кто же такой Виссарион Григорьевич Белинский? В чем его заслуга? Почему в честь него названы улицы городов? Имя его носит планета, и многие вспоминают его на сегодняшний день. Многие внесли вклад в развитие русской литературы, но самый большой вклад в развитие русской литературы внес Виссарион Григорьевич Белинский. До Виссариона Григорьевича Белинского критика русской литературы существовала, но она была не такой качественной, как которую привел в литературу Виссарион Григорьевич Белинский. Он родился в 1811 году, 11 июня, в семье флотского врача Григория Никифоровича Белинского в Свиаборге, где в то время служил его отец. Впоследствии они переехали в Пензенскую губернию, где он закончил гимназию. Но после окончания гимназии уездное образование его не устроило, и он решил поступить в Московский университет, хотя испытывал материальные трудности. Он поступил в Московский университет, где в то время учились очень известные люди, преподавали очень известные профессора, и он стал на казенном счете учиться в Московском университете и проживал в общежитии в 11 номере. Белинский стал собирать вокруг себя студентов, у них образовался кружок студентов-разночинцев Московского университета, который они шутливо называли «Литературное общество 11 номера». Этот кружок существовал для обсуждения проблем литературно-общественной, политической жизни и чтения собственных произведений. В те годы Виссарион Григорьевич Белинский пробовал себя на литературном поприще. Он написал пьесу, которая называлась «Дмитрий Калинин». Романтические настроения побудили его написать эту пьесу, в которой он критиковал крепостное право. И вот эта вот пьеса, в общем-то, привела к печальному результату. Его отчислили из Московского университета. Затем он выступил с литературной критикой, его заметил профессор Надеждин, который пригласил его в журнал «Телескоп» в качестве литературного критика. Вначале он переводил различные статьи, а затем написал свою первую статью о русской литературе, которая была в то время, в общем-то, существовала, но критики как таковой не было. И Виссарион Григорьевич Белинский в своей статье расставил все точки над «и». Он писал следующее: «У нас нет литературы. Я повторяю это с восторгом и наслаждением, и во всей истине вижу залог наших будущих успехов. Присмотритесь хорошенько к ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я прав. Посмотрите, как новое поколение, разочаровавшись в гениальности и бессмертии наших литературных произведений, вместо того, чтобы давать свет недозрелые творения, жадностью предается изучению наук и черпает живую воду просвещения в самом источнике. Все ребячество проходит. Видимо, и дай Бог, чтобы прошел этот век поскорее. Но еще более дай Бог, чтобы поскорее все разуверились в нашем литературном богатстве. Благородная нищета лучше мечтательного богатства. Придет время, просвещение разольется в России широким потоком». Вот об этом написал Виссарион Григорьевич Белинский в своей первой статье. Эта статья произвела очень большое, очень сильное впечатление на просвещенную публику России. В ней он указал о том, что такое литература, для чего она существует, какие ее задачи, и о том, что литература должна быть талантливой. Он явился выразителем мнений многих. И именно Виссарион Григорьевич Белинский заметил появление таких известных писателей, как Гоголь, Кольцов, поэт Пушкин. И заметив эти произведения, он надеется на лучшее будущее в развитии русской литературы. С этого времени критика Белинского приобретает значение общественное. Она все больше и больше проникается живыми интересами русской жизни и становится все более и более положительной. Белинский пишет: «Я литератор. Говорю это с болезненным и радостным и горьким убеждением. В литературе российской моя жизнь и моя кровь. Я привязался к литературе, отдал ей всего себя, то есть сделал ее главным интересом своей жизни». Теперь он не является отвлеченным эстетом или философом, а конкретно стал литературным критиком и стал писать статьи, которые публиковались в различных журналах, в том числе «Телескопе», и публика жадностью ждала эти публикации. От литературы он требовал более полного изображения жизни, реализма, народности и многие другие критерии. И благодаря Белинскому, в общем-то, стала развиваться русская литература. Появились такие известные талантливые имена, которые были, но были не замечены, как Лермонтов, Пушкин, Грибоедов.
И Белинский в 1847 году написал знаменитое письмо Гоголю, которое потом самиздатом стало расходиться по России и было запрещено. И это письмо было доставлено Достоевским, оно было распечатано тайно, и, в общем-то, просвещенная публика очень активно изучала это письмо. И это письмо как никогда актуально звучит и сегодня. Приведу вам выдержку из него. России нужны не проповеди, довольно она слышала их, не молитвы, довольно она твердила их, а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства. Столько веков потерянного в грязи и навозе. Права и законы, сообразные не с учением в церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгой по возможности их выполнения. А вместо этого она представляет собой ужасное зрелище страны, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже полицейского порядка. А есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. На сегодня роль Белинского, в общем-то, и оспаривается. Многие высказывают свое мнение о том, что Белинский не актуален, но на самом деле значение Виссариона Григорьевича Белинского для развития русской литературы неоценимо. Именно благодаря ему появились такие талантливые имена, как Пушкин, Гоголь, Грибоедов и Лермонтов. Именно он назвал Пушкина солнцем русской поэзии. 25 сентября 1988 года в честь Белинского астероиду, открытому 5 ноября, было присвоено имя его. В России имя Белинского носят очень многие площади, проспекты, улицы, в том числе и в нашем городе Якутске. А теперь 10 интересных фактов о Белинском. Факт первый. Настоящая фамилия нашего героя Белинский, но он слегка ее видоизменил и назвался Белинский. Второй. До окончания 4-летнего обучения в гимназии Виссарион Белинский не дотянул всего полгода, потому что учеба там была для него невыносимо скучной. Третий факт. Родина литературного критика Свеаборг, город, который позднее стал одним из районов финской столицы Хельсинки. Четвертый факт. В 1829 году он поступил в университет и принялся пробовать свои силы в прозе и поэзии и написал трагедию Дмитрия Калинина, которая стала официальной причиной отчисления его из студентов. Факт пятый. Одним из наиболее видных писателей своей эпохи он называл Гоголя. Факт шестой. Отчасти именно благодаря деятельности Белинского обрел такую известность Александр Сергеевич Пушкин. Факт седьмой. Будучи человеком религиозным, примерно после 30 лет критик стал атеистом. Факт восьмой. Белинский нещадно критиковал даже произведения своих близких друзей. Факт девятый. Из-за письма Белинского, адресованного Гоголю, к смертной казни был приговорен Достоевский, который довел это письмо до сведения общественности. Впоследствии приговор был заменен на каторжные работы. И факт 10. В честь Белинского назван город Пензенской области. Думаю, что после сегодняшней нашей встречи у камина вас заинтересует литературная критика Виссариона Григорьевича Белинского. Вы по-новому посмотрите на нее и, может быть, возьмете и прочитаете. Спасибо за внимание.